Василием Ивановичем мы познакомились, можно сказать, непосредственно недавно. Вообще я с помощью интернета стал изучать его работы. Вот. Они меня заинтересовали, так как сам, скажем так, начал заниматься просто изучением разного рода наукой, которая бы объясняла вообще, то есть, наше бытие, нашу жизнь, то есть, и вот постепенно вышел на уже учение Василия Ивановича, которое с научной точки зрения именно объясняет нашу жизнь. И оно меня заинтересовало. Так случилось, что в жизни у меня произошли разные обстоятельства жизненные, очень интересные. Вот я кардинально изменил свой образ жизни, сферу деятельности поменял. И постепенно, вот, можно сказать, так вышел на то, что стал учеником Василия Ивановича. Сейчас очень сильно изучаю этот вопрос, хотя я сам по образованию юрист, у меня гуманитарное образование, и для меня, скажем так, физика и вообще естествознание достаточно сложно идет. Вот. Но я интересуюсь живо, и мне крайне интересно. В настоящий момент занимаюсь тем, что у меня открылись творческие способности. Как я понимаю, это и учение Василия Ивановича тоже об этом говорит. Вот. И мы сейчас с своими друзьями, коллегами, единомышленниками реализуем проект по установлению памятника якутской лошади. Вот. Это здесь понимание идет, скажем так, такое достаточно глубинное, символичное, что якутская лошадь является прародительницей народа Саха, это обожествленное животное. То есть это идет одним из первых шагов таких, да, которые стоят в учении, которое преподает Василий Иванович, как духовно-нравственное воспитание. То есть это возвращение к истокам, то есть это отдать дань и благодарность нашей матери, именно которая дала нам жизнь, прародительнице, то есть родной земле. То есть, это вот такое понимание вообще как по установлению памятника якутской лошади. Что же касается учения, которое Василий Иванович, то даже интуитивно сейчас, вот мы говорили про Дейбир, да? Дейбир, значит, то я вообще интуитивно просто купил Дейбир и повесил дома возле входа, он у меня висит, и я периодически беру его в руки, махаю, себя, детей обмахиваю, делаю такие, до настоящего момента, пока вот Василий Иванович не сказал, то есть я это делал неосмысленно, но это делал и, оказывается, делал правильно. Сейчас я еще больше убедился в правоте теории Василия Ивановича. Вот. У него, скажем так, его теория основана, и она преподносится научным языком. Для простого человека, может быть, будет трудно некоторые моменты восприятия и, будем говорить, понимания, и чтобы человек согласился с этой наукой, да, то есть с этой теорией. Вот. Я как бы для себя ставлю задачу такую, чтобы я стал популяризатором этой идеи, и чтобы мог более доступным языком для простых людей объяснить, в чем заключается, то есть смысл вообще, если говорить так, простого каждого человека. То есть что он должен делать на земле, то есть как себя вести, чтобы гармонично сосуществовать, чтобы не создавать лишние так говорить, негативные сущности, которые мешают жить людям, в том числе проявление этих сущностей есть
как раз вот болезни, которые поражают нас. Это разного рода болезни, и социальные, и психологические болезни, там как вот алкоголизм современные, да, вот эти вот болезни современного общества, наркомания, да, то есть вот ряд других антисоциальных болезней, психологических, которые поражают, это упадок духовно-нравственный, да, то есть общество, которое ведет в конечном итоге вообще не только к деградации общества, но и исчезновению вообще человечества. Все? Все. Спасибо. А как вас